2 урока в неделю мы посвящаем истории в школе, но этого, конечно же, недостаточно. К тому же, намного приятнее изучать ее не в школьных стенах, а в Музее боевой славы, где все пропитано атмосферой того времени. В Республиканском музее боевой славы проходят кинолектории для учеников с 8 по 11 классы, студентов колледжей и вузов. Мероприятие посвящено неделе памяти жертв Холокоста. На кинолектории ребята знакомятся с понятием и историей этого явления и узнают о нем в подробностях. Какие у тебя впечатления после кинолектория? После кинолектория я чувствую большое сожаление по поводу произошедшего, ведь по отношению к этим людям это было несправедливо и нечестно. Даже после вошествия в лагерь им обещали за работу, даже за работу принудительную, оставить жизнь, и даже этого они не сделали. Фильм, показанный на мероприятии, оказался очень сильным и впечатляющим. В нем было рассказано о Холокосте не только в фактах и цифрах, но и через людей, которые чудом уцелели. А также на кинолектории рассказали о героях, которые рисковали своими жизнями для спасения других. Что тебя больше всего затронуло? Мне больше всего понравилось то, что в данном мероприятии нам показали не только общую картину Холокоста, но и привели конкретные примеры героев, которые смогли внести огромный вклад и спасти сотни, а то и тысячи людей. Почему спустя почти более 75 лет нужно не забывать о своем прошлом? Прежде всего это потому, что мы должны учиться на ошибках наших предков, и мы должны понимать, что национализм и пренебрежение к другим нациям и людям, которые отличаются от нас, это не здорово, и не нужно считать, что ты выше других. В рамках программы по истории в школе мы проходим в основном ключевые бои и сражения Второй мировой войны, а здесь мы узнаем о концлагерях, а точнее тех судьбах, которые не были задействованы непосредственно в военных действиях, которым приходилось выживать в устрашающих условиях. Факты о концентрационных лагерях поражают и ужасают. Слезы наворачивались не только у меня, но и у учеников 83-го лицея, которые посетили этот кинолекторий. Несмотря на то, что прошло более 75 лет, мы не должны забывать о ключевых событиях. Без прошлого нет будущего, а опыт и ошибки наших предков помогают нам построить новый счастливый мир. Карина Однобаева, Ильнар Бигбов, специально для Горы новостей.